Еўрарадыё.фм. Всем прывітання, гэта стартапніца, сумесны праект Еўрарадыё і сайта bell.biz пра дзёрзкіх прадпрымальнікаў і смелых інвестараў, якія укладаюць іх свае грошы. Час ад часу нам шанцуе заманіць у нашу студыю гасцей з-за мяжы. І сёння, вот недавно у нас быў хлопец з Грузіі, былі літоўскія інвестары, а сёння у нас госці з Італіі. Да, але быў гэта, я так разумею, беларус. Але нет, он украинец вообще-то, украинец, да, але які з'ехаў у Італію, вядзе зараз венчурны бізнес там. А сёння у нас госці з Ізраіля, з адной з самых тэхналагічных краінаў у свеце. Я нават пакуль рыхтаваўся ў эфіры, вычытаў, што Ізраіль гэта і ёсць стартап. Мы пагаворым сёння з Элі Глаубманам. Прывітанне, Элі. Привет. Я привет. не пераблытаў. Только... То есть кто? Да. Только на русском, да? Да, я зараз перайду на рускую мову. Все ж таки мяне наш унутраны протакол змушае казаць па-беларуску на першую частку праграмы. Элі, у яго есть фэшн-стартап «Кокос» і клуб закрытых інвестараў «ДСО», а таксама у наших гостях Даниэль Недер з Y&D Ventures. Привитание, Даниэль. Добрый день. Ну вот теперь я перехожу на русский язык. Я там есть. Как я мог забыть? Как обычно, Юлия Нехай, главный редактор Bell.biz, с нами в студии. Юля, столько вопросов. Вот у меня в голове, честно говоря, Израиль — это сумасшедшая движуха насчет стартапов. Вы вот можете сказать, как это все началось? Беларусь, она где-то все-таки где-то в начале сейчас в плане развития инноваций, стартапов, хотя у нас есть вот такое понятие, как IT-страна, да? А как вот начиналось это все в Израиле? Ну, в Израиле это начиналось в 90-х годах. 88-й год. 88 год. Самолет Лави. Да, и... Что такое самолет Лави? Google вам в помощь. Нам надо все слушателям на тарелочке приносить. Кто же сейчас будет Google? Так как, так как израильтяне считаются вообще это... Стартап Nation. Стартап Nation, и так как они жили раньше в разных странах, то есть собрали, наверное, по нитке с каждой страны, где жили, повернулись в Израиль, и когда уже более-менее акклиматизировались, решили, чем может быть еврейская голова, это как бы самое крутое, что есть. Да, и Поэтому так все и началось. Но ведь Израиль не всегда был стартап-нейшн. В принципе, и слово это стартап, и оно в последние, может, лет 15, там, 20 в ходу. Какие были первые шаги? Была ли поддержка от государства? Была ли какая-то программа для развития стартапов? Да, есть поддержка государства, у нас очень развита это до сих пор. Государство вкладывает большие деньги в IT-технологии. Есть у нас целое отделение по пособничеству стартап, есть программы, и государство очень этим занимается, вкладывает деньги и в развитие стартапов, и в развитие акселераторов, хабов, и инфраструктуру, и комьюнити. В чем профиль государства? Ведь эти инвестиции, они... не возвращаются потом, как я понимаю, да? То есть они пассивные, стартапы осваивают их, а госторство тратит деньги свои. Ну, не совсем. Не совсем, да. Иногда есть программы, которые совершенно безвозмездные, которые помогают. У вас ведь грантовая программа, максимум можно получить около 500 тысяч, и в случае, если стартап как бы все пошло хорошо, он возвращает эти деньги, а если нет, то никто его не будет сажать в тюрьму. То есть да, есть несколько программ, вот, и я могу об этом говорить много, потому что я специалист. Есть программы, которые дают безвозмездно, там до 50 тысяч долларов, по-моему, помогать развиваться идеям. А есть программы, которые дают там до 2,5 миллиона, по-моему, шекелей. И они дают наполовину. То есть половина дает государство, но другую половину ты должен от венчурных инвесторов или от каких-то приватных инвесторов. Но там уже ты должен, они получают проценты, государство получает проценты, если ты преуспел.
Так, Но- один белорусский рубль стоит где-то 2 шекеля, значит 2,5 миллиона шекелей. Это Сразу где-то попроси шекель разделить на Это в доллары. районе, Надо в районе выделить, полумиллиона рублей, по-моему. 1,5 миллиона Полтора. где-то белорусских рублей и значит где-то 750-700 Да, тысяч да. долларов. Ну, это кругленькая сумма, надо Да, сказать. да. Плюс с учетом на то, что они должны еще вторую половину добиться, то есть получается 1,5 миллиона. Мгм. Можно вопрос задать? Юлия, ты можешь не спрашивать, просто задавать. Да, вопрос, у меня как вопрос обычно. такой, в общем-то, ты сказал вот по поводу того, с чего началась вот эта стартап-нация, да, и, безусловно, здесь есть какие-то исторические предпосылки, были вполне конкретные события, это самолет Лави, который строился в 1988 году, который был очень современным, и правительство США попросило приостановить эти разработки, потому что, ну, как бы, израильский самолет был очень хорош. Вот, и в итоге Израиль действительно приостановил разработки, и освободилось большое количество крутых инженеров, которым надо было чем-то заняться. Часть из них создали небезызвестный мессенджер ICQ, которым наверняка ты пользовался. Его купила компания Mirabilis, по-моему, за 450 миллионов, да? И, то есть, это начало 90-х, получается, да, и люди увидели, что быстро можно стать миллионером. И, собственно, с этого все началось. Но у меня есть вопрос, и он таков. Одна из таких ярких черт израильских еврейских предпринимателей – хуцпа. Да? Вот скажите, пожалуйста, как себе развить хуцпу, если тебе не посчастливилось родиться евреем? Ну вот, может, Элли расскажет. А можно еще рассказать, что такое хуцпа для тех, кто не так глубоко в теме? Хуцпа, перевод это наглость. Ага. У израильтян, Юль, ты абсолютно права, у израильтян и не только у предпринимателей, у нашего народа есть это в крови, это смесь многих народов. У нас есть одно из самых больших количеств и марокканцев, и иранцев, и турков, и выходцев с стран СНГ, и смеси. И хуцпа — это наглость, которую ее можно приобрести или с ней можно родиться. И поэтому успешные предприниматели, когда набираются хуцпы, то есть наглости, да, они ставят перед собой цель, и они не видят. Это как рынок. Это вот начинает торговаться, пробиваться и добиваться своего. Это как некое ухаживание за молодого человека, за девушкой. То есть вот добиться и достичь своего. Вот это и есть хуцпа. Ну, вот я смотрю, еще есть перевод «дерзость», да, и это, в принципе, если наглость — это слово с какой-то все-таки негативной составляющей, то дерзость — это уже действительно... Наверное, Да. дерзость это более... Да. А вот такой Мы вопрос. дерзкие, да. Дерзкий. Еще одно важное качество израильских предпринимателей — найти возможность в любой ситуации сделать из лимона лимонад. Да? Вот вы можете привести пример из собственного бизнес-опыта, когда вот вы прокачали хуцпу просто вот level 80? Даниэль так... Давай. Ну, вопрос вам обоим. Ну, я могу тебе сказать следующее. Я могу сказать на личном своем опыте И об этом вопрос. про, допустим, одна из моих компаний, это Cocos Fashion, то есть это платформа для фэшн-инсайдеров. И вот прокачивали ту хуцпу, как мы уже с тобой об этом говорили, что когда я поставил себе цель, и мое мото — это мое предложение, кстати, я даже задумался сделать сегодня наколку с этим, что ваш ответ «нет» — это 50% моего успеха. И вот я считаю, что это очень мотивирующее, то есть для меня лично, я не думаю только для меня, для многих, да, что нельзя принимать слово «нет». И вот эта хуцпа, как бы, это мое мото, да, то есть, и когда мне говорят «нет», и это бывает, и это и сейчас бывает, и даже стартапы, за которыми которых мы ищем, и которых мы хотим привлечь в наше портфолио в рамках Дезу-клуба, говорят нам «нет», то у нас нету слова «нет». То есть слово «нет» — это 50% моего успеха. У меня тоже есть несколько случаев, которые я вспомнил, когда Эли говорил. Первый случай — это как я добился своей первой работы 14 лет назад. Подумала про девушку. Нет. Все, что ты это про работу. Хотя об этом мы можем тоже поговорить, но тоже я не делал это
там посылал свое резюме. Я просто в ту компанию, в которую я хотел прийти, добиться работы, я пришел напрямую к начальнику, просто постучал в дверь. Это, ну, правда, это 14 лет назад еще можно было сделать, сегодня, наверное, уже такое нельзя. Не доберешься, Не до этой доберешься, двери да. уже, да? Я постучал в дверь и сказал, что вот у меня есть такие навыки, и что я делал такие вещи в университете, которые никто не знает, и как раз по вашей специальности, возьмите меня. И он мне как раз и сказал, что вот из-за того, что ты такой хуцпан, да, наглый или дерзкий, из-за этого я тебя и возьму. Вот как раз эта история. А второе тоже недавно, несколько лет назад, как я попал в венчурный мир, тоже я попал в город Илат, который вообще не славится как бы своим айтеком или Это больше славится туризмом и Курорт на и юге курортом, да. Израиля, да, И на Красном море. единственное место, которое есть, там был центр инноваций и технологий. Хаб Илат. Тоже хаб, как у вас здесь. И его держит фонды наполовину муниципалитет и венчурный фонд. И тоже я приехал туда, в принципе, отдохнуть, но решил, ну, мы переехали жить туда, и я решил все-таки годик где-то отдохнуть, но было, конечно, нечем заняться, и решил все-таки пойти куда-то, чем-то заняться. И пришел к ним и сказал, вот у меня такие вот тоже навыки, и все, возьмите меня к себе. И они тоже вот из-за этой дерзости меня взяли. Так я и попал и в фонды, и в АВК. То есть израильская манера ведения предпринимательства – это кратчайшим способом, путем идти к поставленной цели. Цель должна быть при этом тоже амбициозная, да, и если получается, все. А если не получается, то это 50% успеха, как мы только что услышали, да? Может быть, так и надо. У нас минута где-то до перерыва. Вот я борюсь с желанием. Давайте короткие вопросы такие. Сколько сейчас в Израиле стартапов? Можно ли оценить это количество? Или это какое-то бескрайнее море? Ну, я слышал цифру 7 тысяч, да? Я тоже слышала, и каждый год у вас типа около 1000 стартапов появляется. Да. Еще приведите интересные цифры по объему венчурного рынка и сделки. У вас есть эта информация? Ну, так просто из головы не помню, но очень много венчурных инвесторов в Израиле, и там и миллиарды долларов. То, что мы знаем, это 350 представительств VC-фондов с Америки и Европы, и с стран Азии. Есть вот последняя информация, которую я получил буквально в начале этого месяца, это почти $500 миллиарда было привлечено инвестиционных денег в израильские стартапы. Только в один последний месяц, в августе. Это вот недавняя информация, которая у меня вот зашла. $500 мільёнаў за месяц. Мне здаецца, што беларускай нашай IT-краіне да гэтага яшчэ крыху далёка застаецца пра гэта марыць, але з іншага боку мы можам паставіць амбітную мэту перад сабой і ісці да яе з ізраільскім напорам. А зараз мы перарываемся на кароткі выпуск навінаў. Мы размаўляем з IT-прадпрымальнікамі з Ізраіля. Гэта стартапніца, не пераключайцеся. Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю, студыі Ольга Міскевіч. Каротка пра асноўныя падзеі. Сёння на палігоне Муліна ў Ніжагародскай вобласці пачалося сумеснае аператыўнае вучэнне збройных сіл Беларусі і Расіі «Шчыт Саюза 2019». Войскі распачалі першы этап трохдзённых вучэнняў. Злучэнні і вайсковыя часткі будуць адпрацоўваць пытанні па недапушчэнні дэстабілізацыі абстаноўкі, па барацьбе з дыверсійна-разведвальнымі групамі і незаконнымі ўзброенымі фарміраваннямі. Таксама будуць выконвацца практычныя мерапрыемствы падчас нанясення праціўнікам масіраваных ракетна-авіацыйных удараў, распавёў начальнік генеральнага штабу збройных сіл, першы намеснік міністра абароны Беларусі Олег Белаконеў. Хто менавіта будзе наносіць па Беларусі і Расіі масіраваныя ракетна-авіацыйныя удары, не ўдакладняецца.
Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі прыспешвае заходніх лідараў з арганізацыяй сустрэчы на нармандскім фармаце. На яго думку, такая сустрэча на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаваў мусіць прайсці яшчэ ў гэтым месяцы. Пра гэта прэзідэнт Украіны заявіў на сустрэчы з прэзідэнтам Фінляндыі. Ён азначыў, што ў перамовах Украіна стаіць на пазіцыі захавання нацыянальных інтарэсаў. А я нагадаю, што на пачатку ліпеня Владзімір Зеленскі прапанаваў правесці сустрэчу нармандскай чацвёркі ў беларускай сталіцы. Александр Лукашенко і Владзімір Путін рэагавалі на такую прапанову станоўча. 11 верасня Сергей Румас падпісаў дамову Савета міністраў аб пазіцыі прадстаўнікоў дзяржаў, па якой з фабрыкі Магілёў дрэў спісваюцца працэнты па крэдыце на $612 тысяч. Тэлеграм-канал «Эканоміка» заўважае, што гэты крэдыт дрэваапрацоўчае прадпрыемства ўзяло яшчэ ў 1994 годзе, 25 гадоў таму, калі Беларусі яшчэ кіраваў Вячаслаў Кебіч. Магілёў дрэў – адно з 9 дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў, на мадэрнізацыю якіх Беларусь выдаткавала больш за $1 мільярд. Ольга Міцкевіч, служба інфармацыі, Еўрарадыё. Еврорадио.фм. Ну, продолжим сказать, как бы, то есть... Мы працягваем стартапніцу. Нагадваю нашим гостям, что мы вяртаемся ў жывы эфир, потому что тут не сціхала размова. Складана заткнуть израильского прадпрымальніка амаль немагчыма. Мы вяшчаем, все пачынаюць здымаць сторис вакол мяне. Мы у жывым эфире, я нагадаю, все ж таки. Это израильская хуцпа. Это радыоэфир, гэта сацыяльныя сеткі, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники и наш канал на YouTube. Мы размаўляем з израильскими прадпрымальнікамі. Давайте яшчэ раз познаёмимся, поздароваемся з тымі, хто далучыўся до нашай трансляцыі. Элі Глаубман, Fashion Startup Caucus и клуб закрытых инвесторов ДСА. Привитание яшчэ раз, Элі. Добрый день, Паша. И привитание яшчэ раз Даниэль Недер з Y&Z Ventures. Здравствуйте. И я перехожу снова на русский язык, хотя мы выяснили, что Даниэль родился в Беларуси, но долго... В Минске, но долгое проживание в Израиле все-таки дало о себе знать, и белорусский язык пока еще не все знают. Я хотел спросить, тоже довольно общий задать вопрос. Есть ли какие-то особенности по тому, как Израиль принимает стартапы извне? Вот можно ли, например, быть белорусским стартапером и на каких-то условиях переехать в Израиль, попасть в израильские акселераторы, привлечь израильские инвестиции? Что вы об этом можете сказать, что вы об этом знаете? Ну, я могу сказать с моего опыта, прежде всего, да, можно белорусскому стартапу быть абсолютно уверенным в том, что он может быть в нашем израильском стартап Nation. Я могу сказать по своему опыту, когда я привлекал инвестицию в мой стартап Caucus Fashion, я столкнулся с тем, что очень большая нехватка знаний и понимания у израильских инвесторов про страны СНГ, в том числе и Беларусь. Им всегда было интересно искать вне и увидеть, и привлекать новые головы, новые технологии, новые знания, и не только IT-development сегмент. Но это то, что я могу сказать с моей стороны, и я считаю, что чем больше, и я замечаю, что на разных саммитах в Израиле есть представители с Беларуси, есть со стран СНГ, оно увеличивается каждый год. Вот буквально через пару дней будет DLD саммит в Израиле, это один из самых больших саммитов в Израиле. Есть большое представительство с Белоруссией, то есть приезжают и предприниматели, и фаундеры разных компаний, и, конечно же, ищут быть видимым на нашем рынке. Расскажите о себе. Вот мы говорили до того, Даниэль рассказал о своем опыте, как он нашел работодателя. Вот как белорусским стартапам включить хуцпу и прийти к вам за инвестициями? Куда нужно идти? И кому именно, с чем нужно идти? Вот, то есть каждый пусть расскажет. Я свое мнение скажу, так как видит венчурный мир это. Я считаю, что если белорусский стартап развивается в Беларуси, то будет очень тяжело до практически невозможности получить инвестиции от израильских венчурных фондов или даже там private equity. Как мне видится, что если, например,
белорусский стартап попадет в акселератор, израильский поедет, или будет где-то в каком-то инкубаторе в Израиле, тогда есть много возможностей, откроется и получить и израильских венчурных фондов инвестиций. Ну, с какие стартапы вот ты ждешь? Какие тебе интересны вашему фонду? Ну, у нас очень разнообразное портфолио и разнообразное направление. Так что, ну, есть, конечно, всякие венчурные фонды, которые развиваются в определенных направлениях и ищут определенные, но у нас агностические совсем. Ну, все-таки медтех, AI, B2B, маркетинг, ну, это же все разные сферы. Там какая выручка должна быть? Все-таки там, где есть деньги, да, там есть и бизнес, как говорится. Эли, что такое клуб закрытых инвесторов? Чем занимается DESO? DESO — это, на мой взгляд, уникальный формат. Я всегда ищу в инвестиционных историях и в моих проектах уникальность и нестандартный подход. То есть если у нас Даниэль — это VC, то есть со строгим пониманием инвестиционных историй, DESO — это уникальный закрытый клуб друзей, прежде всего, который построен на доверии, на личных контактах одного из моих партнеров, это Даниэль Левин, это еврей Даниэль Левин. Значит, очень большой инвестор, предприниматель. И одна из наших целей была объединить, по сути, все наши контакты инвестиционных друзей и открыть одно место, в котором мы можем инвестировать прямые инвестиции. Но и закрыть это место от всех остальных, как я понимаю. Каковы правила? Первое правило клуба закрытых инвесторов. Не Туда нельзя говорите, попасть. Да, то есть если вы хотите попасть, вы не можете. Но, тем не менее, мы открыты к партнерству, мы очень открыты к общению. Те инвесторы, которые находятся в нашем клубе, те, которые готовы себя показать и показать себя на витрине нашей платформе desoclub.com, кто хочет, может зайти посмотреть. И те инвесторы, которые предпочитают инвестировать и быть меньше пиар, как говорят, пиарообразными, публичными, да, людьми, мы уважаем их мнение, но тем не менее они очень активны. И одно из наших главных правил клуба — это быть активным для стартапов, для фаундеров, тех, которые ищут выход на рынки, ищут инвестиции, ищут партнеров, ищут адвайзеры и борд для того, чтобы выходить на те или иные рынки. И когда мы понимаем, что мы, как DESO Club, и наши партнеры могут помочь, даже не в зависимости от прямых инвестиций в этот стартап, но они могут помочь тем, чтобы вывести тот или иной стартап на другой рынок, и как наша комьюнити, да, то есть бизнес-сообщество помогает для наших портфельных компаний. Ну, какие должны быть параметры у стартапа, чтобы как-то это было предметное общение? Прежде всего, фаундер должен быть открытым, должен быть человечным, он должен быть, дать trust feeling, да, то есть для нас, для наших инвесторов. И это то, что мы ищем. Вот это хуцпа, и это по сути и искренность, и открытость. То есть вот очень много стартапов пытаются питчить, я вот заметил, как очень много питчить половину того, что не нужно. И начинают придумывать. Наши инвесторы очень четко понимают, в кого они инвестируют. И израильский менталитет всегда, и израильские инвесторы ищут прежде всего инвестировать в людей, а не в стартап. Потому что это очень важно. То есть если стартап, он может быть уникальным, он может быть уже быть прибыльным или очень гениальная идея, но сам фаундер или команда не выделяет свои внутренние человеческие факторы, на это мы даем очень большое ударение. Прежде всего быть вот таким. Trustful. Может добавлю, что как раз два разных качества на раннем стадии стартапов — это team, команда и execution. То есть даже вот в венчурном мире даже не важно, какая идея, главное, какая команда и как мы
можем понять, что ты сможешь это возвести в жизнь. Вот эти два самых важных качества у стартапа. Окей, а такой вопрос. Вот немножко Эли затронул этот момент. Вчера ты был на пич-сессии. Что было не так во время этих питчей? Это И что можно белорусские улучшить? стартапы Да, питчи, вчера вот в стартап-хабе Магуру проходила пич-сессия Angels Band нашей сети бизнес-ангелов, и представляли стартапы свои проекты, и вот Эли немного так... Скептически посмотрел Не на это выдавай. всё. выдавай, да. не выдавай, не Так. выдавай. Нет, ну, я могу сказать, что сами идеи, сама идея компании стартапа, я не считаю, что я должен критиковать, потому что у каждого свое видение. Это, Нет, я это чисто про детище, питчинг. это Питчинг, это представить свою да, я идею. понял. То есть это детище каждого из фаундеров и ребят, которые вчера были. Я считаю, что ребята были менее подготовлены именно к питчу. Оно не было целенаправлено инвесторам. Презентации не доносили до конца того, что нужно. И вот когда я учился, когда я тренировался питчить перед инвесторами, меня мой очень известный, очень израильский стартап, они сидят в Нью-Йорке, компания, он мне сказал, питч должен быть прежде всего 20 секунд, который попадет в сердце инвестора. Если за 20 секунд оно не попало, и ты не привлек это внимание, да, этот питч может быть, и твой продукт может быть один из самых успешных и лучших, да, но ты не продал себя. И то, что я заметил, что технологии, они могут быть интересны, они могут быть понятны, но сам питч, он не доносился. После питча я общался с голландскими предпринимателями и инвест-компаниями, которые находились там, и это ощущение было. Вот. Окей. Разгромил Но ты. я видел, был один Белорусский стартап, стартап. который ты меня, Юля, познакомила, очень был интересный, медицинский. И вот мы его заметили и продолжим общение с ним. Сегодня, завтра будем общаться. Хорошо, Они а там были тоже? Да. Да. А в твоем питче, вот 20 секунд, я имею в виду питч кокос, да, стартапа, 20 секунд эти, они о чем? Прежде всего, я объясняю инвестору, что следующих 10-20 минут, сколько он мне даст, это для него важно, прежде всего. И то, что его время, да, будет посвящено тому, что как умножить его капитал, прежде всего. И почему ему нужно слушать меня, да, а не слушать мое видение и мой dream. То есть каждый стартап рассказывает, когда он питчит, да, про свой детище. То есть это его сон, то есть это его vision. А я начинаю всегда с того, что в ближайших 20 минут вы услышите, как можно будет увеличить с помощью Cocos Fashion и нашей платформы увеличить ваш капитал. И это поможет вам, да, как бы при инвестиции понять, да, как мы можем это сделать в этом сегменте фэшн-индустрии. И то есть и в этом и проявляется персонификация питчинга. Конечно. Вот это очень важно то, что Эли сказал, потому что многие стартапы забывают, они очень passion насчет своих идей, но не забывают, что первым делом инвестиционные фонды, они хотят увеличить или примножить свой капитал. Им иногда не важна идея, им нужно просто получить прибыль. Вот как раз у меня 5 ноября я как раз буду вести конференцию в Google Campus Art of Fundraising. Да, я буду как раз об этом всем рассказывать. Я приду, послушаю. Я бы тоже пришла. То есть нужно четко артикулировать эти слова. Да, значит, я пришел для того, чтобы увеличить ваш капитал. Надо изучать профиль инвестора, что ему нравится, не Да. нравится, и понимать, как ты можешь сделать, чтобы он заработал еще больше денег. По сути, это некая адаптация, интеграция на вот этом коротком питче, да, инвестору. То есть мы, по сути, что делаем с инвестором? Мы пытаемся интегрировать с друг другом, да, чтобы найти вот общий язык и пойти дальше вместе. То есть это некое ухаживание. И когда ты начинаешь
как вот на любом свидании ты начинаешь говорить только про себя, про свое детище и про всего, да, навряд ли будет продолжение этого. Но когда ты приходишь и даешь человеку, который сидящий перед тобой, объяснить ему, что то, что ты услышишь, это будет важно для тебя. Ты услышишь, даже если ты не будешь инвестировать, ты узнаешь очень многого в той сфере, в которой ты, может быть, меньше компетентен, потому что те инвесторы, с которыми я разговариваю, они не только связаны с фэшн-индустрией, потому что, по сути, это e-commerce, это будет это фэшн, или будет это agriculture, или это будет любой медтек, финтек, это не имеет значения. Мы сейчас говорим, второй по величине в мире сегмент — это фэшн-индустрия, это факт. И этот факт растет каждый год. И когда инвестор слышит мой питч, то есть как минимум даже не инвестируя, то у нас всегда есть продолжение нашей дружбы, потому что в конце концов я ему объясняю как бы того, чего он, может быть, даже не знал. И я этим горжусь. 7 тысяч стартапов – это цифра фантастическая, при том, что Израиль – страна меньше, чем Беларусь, и по площади, и по населению, ну, пока что, во всяком случае. Да, значит, и все равно появляется по 1000 новых стартапов в год. Как умудряются предприниматели находить ниши? Где они находят ниши? Потому что иногда мне кажется, что 1000 стартапов — это много и уже негде искать. Паш, я могу тебе сказать, что, во-первых, в Израиле начали вводить очень много программ уже в школах, во всех университетах. Это заходит как часть культуры Израиля, как одна из важнейших культур. Это развитие. И даже есть очень много компаний, не могу сказать название, но есть очень компаний, которые дети были более проблематичны и выводили их с помощью этих программ реализовывать себя уже в школах. После школы они идут в армию. В армии есть точно так же, как одна из самых известных 8200, это подразделение IT, это боги интернета. То есть, и там не все успешные ученики. Можно маленький вопрос быстро? Да. Почему в Израиле очень много юникорнов, больше 20, но нет ни одной компании уровня Google или Amazon? Потому что Amazon всех покупает. Во-первых... И не дают им подняться. Думаю, евреи всех покупают. Я могу сказать, что... Это стереотип. Могу сказать, очевидный. что в Израиле компании, они в основном на продажу идут, поэтому и привлечение венчурного капитала предусматривает в конце экзит. Поэтому венчурные инвесторы не заинтересованы вообще в компании, которая будет продолжать свою деятельность. И то, что я еще хочу добавить, я вот вспомнил одну очень важную вещь, что когда меня инвестор с Украины, тоже с России, спрашивали, а почему такое количество стартапов, большой экзитов? Я говорю, потому что, когда другие страны и инвесторы думают, израильские инвесторы, израильские компании это реализовывают, и они не останавливаются. И вот эта хуцпа, к которой мы пришли еще в конце этого разговора, оно идет оттуда. Мы делаем, мы не останавливаемся, и мы не даем возможность инвесторам сильно раздумать. Мы делаем. Сябры, на жаль, час нашай праграмы падышоў да заканчэння. Як заўжды гэта адбылося незаўважна, і, здаецца, яшчэ б столькі паразмаўлялі, але тым не менш, хранаметраж штука бязлітасная. Мы размаўлялі ў сённяшняй стартапніцы пра Ізраіль, пра гэтую тэхналагічную краіну, пра 7 тысяч стартапаў, пра падыходы да прадпрымальніцтва, якія там існуюць. Дзякуй вялікі нашым гасцям Элі Глауману, Даніэлю Недеру. До побачення. Это по-белорусски. Спасибо большое. Спасибо большое. Юлія Нехай, редакторка bel.biz, таксама дапамагала нам у размове. Павел Свердлоў таксама працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё.